Сначала отшивают пояс, потом собирают и детали, и в самом конце брюки подшивают. Так каждое изделие проходит по всему конвейеру. Абсолютно халбог бас по операциям хаешач. Атлог бабадряч. Ханс ох конвейеру 250 яхдина. Что похтажи он цани тяга. Далее готовые изделия передают контролеру, который тщательно проверяет качество пошива и отправляет их на упаковку. Мастерицы швейного предприятия Ингушетии сейчас отшивают 2 крупных заказа. Это спецформы для известных российских медицинской и нефтяной компаний. Медицинская одежда, например, у нас заказ был, там объем у нас где-то 18 тысяч изделий. Газпромовские, например, вот для таких нефтяных компаний, как Газпром, вот мы шьем, например, спецодежду. Там ежемесячно у нас где-то по 5, по 6, по 7, по 8 тысяч изделий, исходя из моделей. Там бывают модели посложнее, бывают более легкие модели. В день на предприятии могут отшить от 300 до 1500 изделий. Все зависит от сложности модели. Всего с начала года швейная фабрика заключила несколько десятков контрактов с различными компаниями. Например, шили даже и для Росгвардии, например, вот для росгвардейцев шили куртки утепленные, например, вот шили вот детскую подростковую одежду. Заказы были разные, очень многие. Вот. Шьем в зависимости от того, что заказывает клиент. Санкции только увеличили объем работы. Да, фабрика еще в прошлом году получала крупные заказы от известных мировых компаний. С момента объявления санкционного пакета против России они прекратили свое сотрудничество. Но заказов от российских компаний у швейного объединения стало еще больше. У нас больше местных заказчиков, которые, вот, например, вот они отшивали, например, где-то за границей. Вот они сейчас, наоборот, на местный внутренний рынок перешли. И поэтому с заказами на данный момент сейчас проблем нету. И сейчас уже более и начинают и армейские заказы тоже приходить к нам. Всего в объединении трудится около 200 работников, а еще в начале запуска производства было только 50 человек. Новые сотрудники проходят бесплатное обучение с приезжим высококвалифицированным технологом. Сейчас швейное предприятие в ожидании новых заказов. Причиной этому послужил Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия». На площадке у руководителей компании состоялись выгодные знакомства с представителями деловых кругов. Я вот могу сказать, что для нас, он, можно сказать, прошел продуктивно форум. Конечно, заключенных соглашений на данный момент, например, заказчиками нет, но есть переговоры, сейчас ведем вот с заказчиками, именно которые познакомились на деловой Ингушетии. На данный момент ведутся переговоры по заказам. Качественный пошив, ответственный подход к срокам исполнения заказа, высокотехнологичное оборудование, задействованное в работе, привлекают внимание желающих заключить контракты. Популярность фабрика начала набирать серьезными темпами с момента запуска производства. Учитывая, что объект реанимировали только в конце 2022 года, тогда инвестору пришлось закупить дополнительную технику, провести ремонт и полностью поменять освещение. Далее проходил набор штата и обучение. И только в июле 2021 года предприятие заработало на полную мощь. Сегодня же швейная фабрика Ингушетии на расхват. Только за прошлый год работники отшили около 90 тысяч изделий. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.